Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Global Students. Сегодня мы пришли снять обзор на общежитие, которое является более бюджетным, но в то же время остается самым крутым, который предоставляет компания Global Students. Так давайте же посмотрим его. У входа уже есть такие миниатюрные террасы, где вы можете провести свое свободное время, особенно в летние дни. Сейчас мы находимся в Зарет Удасан, да, это получается комната специальная для студентов, где они могут встретиться со своими родителями и так далее. К сожалению, родителям дальше в комнату нельзя продвигаться, поэтому сделана вот такая вот специальная комната, где они могут встретиться, тихо, мирно посидеть и поговорить. Ребята, сейчас мы продвигаемся в Эдинлемиодас. Это получается комната для отдыха, для студентов. В свободное время можете сюда прийти, посидеть со своими друзьями и так далее. Есть настольные игры, чтобы они весело проводили свое время и так далее. Я, конечно, понимаю то, что мы любим отдыхать и так далее, но о спорте, конечно же, нельзя забывать. Такой миниатюрный спортзал, можно сказать. Тут есть все. Там кардио, тут есть все для студентов. Самое нужное, чтобы поддерживать спортивное тело, можно сказать. Еще как раз таки, друзья, заметьте то, что вся техника, которая тут находится, абсолютно новая. За ним очень хорошо следить. И занятие ваше спортом будет намного эффективнее. Со здоровьем бывают разные ситуации и так далее. Вот в таких случаях общежитие предусмотрело, если вы заболели и так далее, но у них есть такой миниатюрный медпункт, где они могут вам оказать первую помощь. Сейчас мы подошли в столовую общежития. Получается, тут подается для студентов завтрак и обед. Завтрак начинается с 7 утра, обед начинается с 3 до 7 вечера. Так, ребята, сейчас мы находимся в Чалшмаудас. Это, получается, рабочая комната, где студенты могут позаниматься. Вот дальше, кстати, она классная. Дальше есть у нас миниатюрная библиотека. Вот, да, и вот такие огромные столы. Если вы, допустим, учитесь на профессии архитектора и так далее, вот это вот будет очень большим плюсом для вас. Мы уже дошли до самих комнат. Самое интересное уже тут. В каких же условиях будут жить наши студенты. Сейчас мы заходим в 509 комнату. Заходит по карточке. Открываете. Нас встречает вот такое большое пространство. Вставляете карточку сюда, чтобы у нас в комнате был свет. И вот огромная комната. Это получается комната для 3 человек. Вот такая светлая, огромная комната. Вот. У каждого человека есть своя тумбочка. Покажи. Вот у каждого человека есть своя тумбочка. В комнате есть, конечно же, мини-холодильник. Там, если у вас будут свои продукты и так далее, есть свой телевизор и есть свой шкафчик для каждого студента со своим ключиком и так далее. Вот вы можете закрыть и ключик с собой забрать и так далее. Это очень классно. Так, и, кстати, мебель все новое, абсолютно новое. Так, сейчас, ребята, мы находимся в санузле, получается, вот душевая, очень огромная. Смотрите, вот такая вот вся эта территория, это душ, занимает душ, получается, туалет, все дела и так далее, шкафчики, поставить свои уходовые вещи и так далее, все минималистично. И ребята только что мне сейчас сказали, то, что по всей комнате есть теплый пол, даже в уборной, кстати, там везде все, что где видите пол есть. Вам может покажется, что тут кафель и будет холодно и так далее. Нет, говорят, нет, все очень тепло, да, и очень классно. Сейчас мы подошли в другую комнату. Давайте зайдем, покажем. Так, вы можете сказать, что она ничем не отличается, но нет, тут отличается количеством кроватей, да, и количеством людей, которые будут жить в этой комнате. Это получается комната для 4 уже человек, и она, соответственно, еще больше. Посмотрите на вот эти вот большие пространства. Тут, мне кажется, вообще можно собраться и в футбол поиграть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в комнате вам не будет тесно. Также есть свои рабочие стульчики, тумбочки. Каждому студенту личная тумбочка, зарядка возле кровати, кстати, немаловажная, да? Все предусмотрено. Ребята, сейчас мы подошли к прачечной. Получается, вот такой есть мини-аппарат. Закидываете 5 лир, и все, стирка начинается. Сами закидываете свой порошок, там кондиционер и так далее, по желанию. Только 4 штуки на все общежитие? Нет. На каждом этаже есть вот такая вот своя прачечная комната. Вот, где в каждом этаже есть 4 стиральные машины. Хочу еще отметить плюсы общежития. В 1-минутной ходьбе есть автобусная остановка. Также в 1-минутной доступности есть супермаркеты, где вы можете без проблем закупиться. Но я думаю, изюминкой этого общежития является то, что оно очень бюджетное. Атмосфера тут очень хорошая. Хочется это самое главное отметить. Само расположение общежития тоже находится в хорошем районе, в тихом районе. Насчет мебелей, насчет техники и так далее, абсолютно все новое. Очень отличный персонал. Всегда отзывчивый, всегда помогает, всегда чисто на улыбке, с радостью тебе помогают, подскажут и так далее. Это видео подошло к концу. Спасибо большое, что досмотрели.
досмотрели ее до конца. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал Global Students. И, конечно же, подписывайтесь на Instagram страницу Global Students, ведь там есть очень много информации о поступлении в турецкие вузы и о жизни. Всем спасибо, всем пока.